Ассаламу алейкум, хурматли милләттәштәр, хамма достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком методе борьбы, как развешивание баннеров, надписи на стенах, листовки. Но прежде чем начнем, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Помогите с распространением данного контента. Так вы поможете нам в нашей борьбе за независимость Башкортостана, поможете нам в борьбе за деколонизацию, за развал этой империи. Итак, такой метод борьбы, как развешивание листовок, надписи на стенах, баннеры. Этот метод борьбы известен давно. В 18-19 веке, в 20 веке активно использовался различными национально-освободительными антиколониальными движениями. У нас в Башкортостане в последний месяц вновь начали появляться такие надписи, такие как «Азатлык», что в переводе означает «свобода» или «независимость», с надписями «Свобода политзаключенным», «Свобода Фаилю Алсынову», «Свобода, независимость Башкортостану» и так далее. Это очень хороший знак. У нас какое-то время назад, год назад, по-моему, больше, были такие надписи очень часто. Потом они в последнее время их перестали писать на стенах и так далее. Произошел вот такой вакуум. А сейчас вновь начали появляться. Это говорит о том, что народ живет, народ видит, народ борется. Почему такой метод борьбы важный? Хотя некоторые скептики говорят о том, что данный метод борьбы неэффективный, что это детский сад, что никакой пользы от этого нету. На самом деле это очень важный метод борьбы. В государстве, где существует террор, где все под запретом, где нет никаких оппозиционных организаций, партий и так далее, где вся оппозиция задавлена или посажена, это единственный метод борьбы. Единственный метод борьбы. И он доказан своей эффективностью. Почему данный метод борьбы эффективный? Потому что, во-первых, это очень дешевый метод борьбы, массовый метод борьбы, потому что его могут писать люди, один человек в Уфе, один человек в Стерлитамаке, один человек в Сибае, в Учела, в Белорецке, в Бирске и так далее. То есть в одну ночь можно написать практически во всех городах и районах Республики Башкортостан. Очень дешевый, как я сказал, то есть не нужно никаких больших денег для покупки какой-либо аппаратуры, техники и так далее. Достаточно баллончика с краской или купить пачку листов формата А4, напечатать или написать от руки печатными буквами. Этого достаточно. И это трудноподавляемый способ. То есть невозможно поймать, очень редко можно такое поймать. Когда ты выходишь открыто на митинг, открыто на акцию протеста с плакатом, то к тебе практически сразу приедет полиция, тебя арестует, ФСБ и так далее. Когда ты это делаешь анонимно, когда ты делаешь это скрытно, ночью, очень тяжело тебя поймать. И еще раз говорю, когда других методов борьбы нету, когда оппозиционное поле зачищено, вот этот метод борьбы самый действенный. Люди, привыкшие, которые себя считают оппозицией, находясь внутри республики, они что обычно делают? Откуда они берут информацию? Они заходят в телеграм-каналы, они заходят на YouTube-каналы. Но, как правило, у любого телеграм-канала, у любого YouTube-канала оппозиционного есть определенное количество подписчиков. Возможно, еще некоторые могут так зайти, мельком взглянуть. Но, как правило, это ограниченное число людей. А когда ты развешиваешь листовки по всему городу, и утром люди идут на работу и видят эти листовки на остановках, на стенах, на магазинах, то они понимают, что... То есть это начинает видеть простой человек, который вне политики, вне оппозиции. Просто обычный человек, которого просто съели уже эти проблемы, надоели эти проблемы бытового характера, социального характера, высокие цены на продукты, низкая зарплата, ипотека, беспредел полиции, беспредел чиновников, коррупция, все это. Когда ему все это надоело, и он когда видит, что есть оппозиция,
есть какие-то решения, которые предлагает эта оппозиция, такие как независимость, а это решение проблемы, то он начинает интересоваться этим. Он уже начинает искать соответствующие каналы, группы, начинает читать. То есть увеличивается число людей, которые втягиваются в это оппозиционное движение. Это ломает монополию на публичное пространство. То есть не только власть контролирует публичное пространство, улицы, но, оказывается, есть и оппозиция, которая тоже имеет свои планы, свое видение на публичное пространство, на общественность, на людей и так далее. Для этого не нужно какой-либо организации, для того, чтобы развесить листовки, написать надпись на стене или повесить баннер. Для этого не нужны лидеры, которые вас будут к этому призывать или указывать вам, что делать. Для этого достаточно одного-двух людей, двух человек, да и просто любой человек сам по себе, который активный, который считает, что вот он не может просто так сидеть, он может просто ночью выйти и сделать какую-то надпись на стене. Это очень важно. Что еще важно? Когда простой человек, проходя мимо, идя на работу, на остановку, видит, что какую-то надпись о том, что независимость Башкортостана и так далее, что долой путинскую власть, долой этот режим, он, возможно, сам так думает, но он боится об этом где-то сказать, своим знакомым сказать или еще что-то. Но когда он видит такую надпись, он понимает, что он не один, что это не просто где-то там в интернете об этом написали или об этом сказали, из-за границы оппозиционные другие организации или лидеры об этом сказали. А это, оказывается, здесь, на местах, рядом, возможно, с его домом человек живет, который тоже так думает. И вот он вышел и написал это на стене. И он понимает, что он не один, что есть люди еще такие же, которые мыслят так же, думают так же, и которые действуют даже. И возможно, что этот человек, который прочитает, завтра пойдет и сам напишет об этом. Поэтому это очень важно. Также очень важно это для тех, кто поддерживает политических наших заключенных, для их родных, для их близких. Когда соратники, допустим, условно Фаиля Алсынова, сегодня молчат и не выступают за его защиту, в его поддержку открыто, это объяснимо, потому что за ними сразу приедут. За ними сразу приедут ФСБ, Центр по борьбе с экстремизмом, просто полиция приедет, арестует, оштрафует или просто посадят. Потому что эти люди на виду. Но когда на стенах начинают появляться надписи «Свободу Фаилю Алсынову», «Свободу баймакским заключенным», «Свободу Айрату Дильмухаметову», «Свободу Рамиле Саитовой», «Свободу Рустаму Фаридинову», родные и близкие этих людей понимают, что вот они не одни, что есть поддержка, есть массовая поддержка, о них не забыли. Это очень важно, это очень важно. Поэтому такие вещи, как надписи на стенах, листовки, развешивание баннеров, они не требуют большого времени. Да, нужна определенная подготовка. Давайте об этом поговорим поподробнее. Прежде чем человек собрался выйти и написать какую-то надпись на стене, ну, допустим, условно, там, независимость Башкортостану, или просто хотя бы слово «азатлык», независимость переводится, или свобода, нужно заранее, конечно же, посмотреть, где ты собираешься написать эту надпись, посмотреть пути отхода. Желательно это делать все ночью, конечно же, одеваться в темную одежду, не привлекающую, без каких-либо светоотражающих деталей на одежде. С собой ни в коем случае нельзя брать телефон, особенно в который вставлена сим-карта или в которой была сим-карта. С собой желательно брать такой телефон чисто исключительно только для фотографий или для видео. Телефон, в котором никогда не вставлялась сим-карта. Ну, буквально новый телефон берешь, покупаешь, не вставляя в него сим-карту, вот с собой берешь только для этого. И то это не обязательно. Написать надпись на стене и не сфотографировать, не надо обязательно фотографировать. Не обязательно. Главное, что эту надпись увидит много людей. Вот что важно. С собой желательно брать сменную одежду. Все, в чем-то одевался, выкинуть. Ну или, по крайней мере, спрятать куда-то. Ни в коем случае с собой домой не уносить листовки, остатки листовок. Не уносить с собой баллончик с краской и так далее. Ни в коем случае. Действовать максимально осторожно и скрытно.
Это очень важно. И еще раз хочу повторить, что такой метод борьбы использовался всегда на протяжении десятилетий и столетий различными национально-освободительными движениями, очень известными национально-освободительными движениями, такие, еще раз говорю, как Ирландская республиканская армия, каталонцы это используют, баски это используют. Я буквально вот недавно был в стране басков, там у них все стены исписаны с требованием освободить политических заключенных, с требованием независимости и так далее. Это очень важный метод борьбы. Если они используют, то почему мы не можем использовать? Почему мы не должны это использовать? Нам нужно это использовать. Нужно обязательно это использовать. Листовки развешаны, они имеют очень важный характер. И когда простой человек видит, что власть начинает стирать эту надпись, это уже показатель, что они реагируют. Это уже показатель, что они не контролируют ситуацию, что они пытаются бороться. Это очень важно. Пишите на стенах, развешивайте листовки, развешивайте баннеры. Да, опасно. Да, возможно, вас могут за это как-то наказать. Но, конечно, не огромными сроками или что-то подобное. Нет. Но, возможно, будет есть за это какое-то наказание, если вы попадетесь. Но по-другому никак. Если и даже на это люди не способны. Есть люди, которые говорят, вот, я сейчас пока ничего не буду рисковать, зачем мне заниматься этим детским садом. Вот, когда наступит час X, когда наступит революция, тогда я выйду. Ну, все так думают. Но если не приближать эту революцию вот такими методами, она никогда, возможно, и не наступит. Власть будет видеть, и люди будут думать, что вот человек, у которого закрались в голове закрались мысли об оппозиции, о том, что нам нужна независимость. Но когда он видит, что вокруг никто так не думает, нет никаких надписей, нет никаких показателей того, что вот есть соратники, есть сочувствующие, есть люди, мыслящие так же, как я, то люди, возможно, перегорают, люди, возможно, остывают. А когда он видит, что есть надписи, люди, кто думают так же, как и я, соответственно, у него горит в душе, разгорается, он начинает искать соратников, начинает искать союзников, сам начинает что-то делать. Этим самым приближается час X. Этим самым приближается революция. Поэтому нужно действовать, несмотря ни на что. На этом все. Хурматли милләттәшләр. До следующих наших передач, до следующих наших встреч.